Пожалуйста. Добрый вечер. Немногим специалистам в Израиле разрешено использовать для лечения гипноз. Настолько это оказывается действенный метод. Но кому все-таки положено и кому можно использовать гипноз? У нас в студии психиатр, доктор Игорь Солганик. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Итак, гипноз действительно очень серьезная процедура, от которой в свое время даже великий Фрейд отказался. Но сегодня лечат с помощью этой методики больных? Лечится, еще как лечится. Опасность гипноза во многом преувеличена, как в свое время сказал Марк Твен, на слухах по поводу его смерти. Жане, один из величайших гипнотизеров XIX века, сказал в отношении гипноза, что опасность гипноза в том, что в нем нет никакой опасности. То есть, в принципе, речь идет в основном абсолютно безопасном методе лечения. Но действительно в ряде стран, в очень малом, надо сказать, только лишь в 5 странах в мире существует закон по поводу лечения гипнозом с ограничением. То есть и в то же время у нас? В том числе у нас, можно сказать, один из самых строгих законов по этому поводу. Чем это продиктовано? Почему? Кто был инициатором этого закона? Есть тут много различных причин. Здесь, разумеется, есть и причина лоббизма определенного, который тоже играет роль. Есть одна немножко пикантная причина. На одном из публичных выступлений загипнотизировали участника, и из Димоны была женщина, и она не вышла вроде бы из гипноза. На этом основании это можно рассматривать совершенно иначе, но на этом основании, так сказать, были запрещены публичные выступления в Израиле. Вообще их не увидишь здесь. Так. Вот, и был введен вот этот очень довольно суровый закон о гипнозе. Хорошо, доктор. Хотелось бы узнать, значит, кто сегодня может подвергаться воздействию гипноза, при каких заболеваниях? В принципе, то, что можно лечить гипнозом, можно лечить и без него. Есть в отношении гипноза огромное количество мифов. Тот, например, миф, что гипнотизер может овладеть волей гипнотизируемого и может с ним делать все, что захочет, это абсолютнейший абсурд. Это все зависит лишь только от человека самого. В принципе, любой гипноз, любой процесс гипноза – это самогипноз. И терапевт, он не более как использует эти качества, которые есть у человека. В этом плане люди отличаются друг от друга по этим способностям. Есть люди, которые очень гипнотизируемые, есть люди, которые совсем не гипнотизируемые. Слава Богу, большинство из них, да, гипнотизируемые, поэтому мы можем использовать этот великолепный... Какие заболевания? О каких заболеваниях, собственно, идет речь? Ну, различные заболевания, например, фобии. Например, различного вида проблемы, когда нужно обезболивание, и можно вместо того, чтобы брать медикаменты, которые могут привести к серьезным побочным действиям, человек даже сам может научиться, вот действительно с помощью самогипноза, убирать боль. Вы можете представить, что вы можете пройти, например, лечение зубного врача без того, чтобы получить... Сложно научиться самогипнозу? Нет, это не сложно. И обычно люди, которые проходят гипноз у квалифицированного гипнотизера, они понимают, есть какие-то пару вещей, которые нужно просто понять для себя, и тогда не делают Доктор, сами. вы говорите, что закон наш запрещает, но все-таки кто-то в Израиле имеет право... Да, разумеется. Те, кто для того, чтобы заниматься гипнозом в Израиле, нужно вначале пройти курсы по гипнозу, которые стандартизированы, и быть или врачом, или зубным врачом, или же психологом. Причем использование гипноза, оно раздельно дается разрешение на врачебный гипноз, на психологический гипноз и на гипноз для зубного врача, и тогда можно заниматься гипнозом. Вот. В принципе, существует ассоциация у нас, разумеется, гипноза, существует клиника, которая может быть уж точно единственная клиника на Ближнем Востоке, может быть, одна из немногих в мире, которая находится в Вольфсоне, и ею руководит доктор. Только психологические проблемы решаются с помощью гипноза? В принципе, в конечном счете, да, но есть и не психологические проблемы. Например, как ни странно, все знают, как бабушки заговаривали в свое время мозоли. И хотя мозоли являются, бородавки являются вирусным заболеванием.
Вот. И несмотря на это, гипноз является очень действенным средством. Даже в решении Да, этих астма, как психосоматическое заболевание, очень хорошо поддается гипнозу. Есть различного рода кожные заболевания, как, например, сыпь. Разного рода, которые хуже поддаются обычным средствам лечения и очень неплохо поддаются лечению гипноза. Доктор, Спасибо. спасибо вам большое.